Сегодня я подготовил слово, и это продолжение. Серия называется «Ложь, разрушающая отношения». И сама проповедь, она называется «Не говори того, о чем пожалеешь». И я думаю, что ни для кого не секрет, что мало что в жизни может разрушать отношения так, как это делают слова. И, честно говоря, я думаю, что многие из нас, мы не осознаем, насколько слова, они имеют силу. Особенно, когда речь заходит об отношениях. И подумайте просто, слова, они имеют силу разделять людей, либо сближать людей. И если ты, не веришь в это, вспомни просто, когда последний раз ты поссорился в семье со своим супругой или супругой. Я тебе могу точно сказать, я на свое смотрю, наступает такой момент в споре, когда ты понимаешь, что мне нужно прикусить язык. Или очень тщательно выбирать слова, то, что я сейчас скажу. Потому что если я не перестану этого делать, все просто пойдет под откос очень быстро. Когда отношения, знаете, как эскалируются, и я смотрю, кто уже пожил, кто уже имеет какой-то опыт, они кивают головой, а кто помоложе, они просто сидят, смотрят и ничего не понимают. Потому что если ты молод, ты нетерпелив или ты попросту глуп, да, и ты пренебрегаешь какой-то осторожностью, и ты мелешь своим языком, когда конфликт он уже разгорелся, то ничем хорошим, это не кончится. Ты увидишь, как ситуация, она ухудшается и ухудшается. Но те из нас, кто постарше, кто имеет уже какой-то опыт, мы чуточку мудрее, мы знаем, когда нужно держать рот закрытым. Или очень аккуратно выбирать слова, и именно так мы и поступаем. Потому что мы знаем, что то, что мы скажем в какой-то момент, это может либо резко ухудшить все положение, либо все исправить. Да? И когда я говорю ухудшить, может все стать гораздо хуже. Еще раз, слова имеют огромную силу. Они могут сближать людей или могут разделять их, в зависимости от того, как мы их используем. И это то, о чем говорит Соломон в притчах. Давайте мы посмотрим. 18. Откроем книгу притч, 18 глава, 21 стих. Написано следующее. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». И это в синодальном переводе, я прочитаю сейчас в переводе современном. Да, давайте мы здесь прочитаем. «Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любители поговорить должны быть готовы принять последствия сказанного». Обратите внимание на первую часть стиха здесь. «Смерть и жизнь во власти языка». Что Соломон, он имеет в виду? Что слова, они могут либо приносить жизнь в отношения, либо приносить смерть в отношения. Что слова могут либо сближать людей, либо разделять их, в зависимости от того, как мы их используем. Теперь на вторую часть стиха в этом переводе посмотрим. «Поэтому любители поговорить должны быть готовы принять последствия сказанного». Другими словами, те из нас, кто любит поговорить, говорит много, я себя в ту же категорию включаю. Бывает, что мы произносим слова, которые нам не нужно было говорить. То есть мы говорим прежде, чем мы думаем. И ты что-то сказал, и ты уже пожалел, но уже слишком поздно. Слово не воробей. Или, неважно, в общем, вылетело, не поймаешь. А воробья что, поймать можно? Не суть. Но суть в том, что нам нужно думать, прежде чем мы что-то скажем. И детям, молодежи свойственно недооценивать значение слов, то, что они говорят. И современное общество, оно еще тем больше поощряет то, что люди, они говорят и не думают. Сейчас все общение, оно перешло, не все, но практически все, оно перешло в интернет, все делается дистанционно, и социальные сети, и люди часто скрываются за никами. И так легко нанести кому-то оскорбление, когда ты не видишь человека. Ты не сталкиваешься с ним лицом к лицу, и можно мести все, что угодно. Ты думаешь, что тебя никто
не знает тебя, никогда не найдут, и что не будет никаких последствий. И даже если вживую что-то говорят и могут наговорить гадости, и человек говорит, что «ну это же просто слова, я же не сделал ничего плохого, я же не причинил никакого вреда». И я хочу сказать, что вот это и есть та ложь, которую мы сегодня разбираемся. Что это ложь, потому что истина заключается в том, что слова могут ранить очень сильно, и эти раны могут заживать годами. И часто бывает, что шрамы, они остаются вообще навсегда. А бывают такие раны, вызванные словами, которые вообще никогда не заживают. Я знаю, что кто-то сейчас, может быть, в зале скажет, да ладно, но это же всего лишь слова. Но послушайте, то, что мы говорим людям, имеет гораздо большее влияние, чем мы думаем. Только подумайте, слова могут либо вселять уверенность в людей, либо разрушать самоуважение. Ты можешь либо вдохновить человека на совершение подвигов, либо заставить его чувствовать так, что он будет чувствовать себя ниже плинтуса. Могут вдохновлять на великие свершения или заставлять человека сдаться. Могут заставить человека думать о себе положительно или отрицательно. Слова могут либо улучшить репутацию человека, либо разрушить ее. Могут соединять людей или могут возводить между ними стены, которые непреодолимы годами. Могут вдохнуть жизнь в отношения или разрушить отношения. Поэтому утверждение, что слова – это просто лишь слова, и нет ничего такого, если я там что-то намолол, наговорил, это ложь. Слова могут навредить и могут ранить. И у слов есть сила, чтобы разрушить отношения. И сейчас я говорю вообще про все виды отношений. И вообще эта серия «Ложь, разрушающая отношения», она посвящена прежде всего семейным отношениям, браку, супружеству. И я коснусь позже этого, но вообще слова, они могут разрушать и созидать любые отношения. В конце проповеди я подытожу, и я попытаюсь связать то, что я вам передам, то, что я вам скажу, с тем, как мы можем использовать это в браке. А сейчас давайте мы посмотрим на Иакова, 4 глава, 11 стих. Вообще вся ложь, вот если там дальше Господь положит, серия она будет продолжаться, ложь, которая разрушает отношения. В основном мы будем обращаться вот к книге Иакова. И на прошлом, вы помните, мы также читали из 4 главы. Почему пары ссорятся, почему люди разводятся, мы также брали отсюда. 11 стих. Давайте мы посмотрим, что здесь написано. В синодальном переводе. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «злословить» здесь. Можно следующий? Есть там у нас? Ага. Я просто не поленился, взял просто, скопировал из словаря Стронга значение слова «злословить». И это греческое слово, произношение будет «каталалео». И значение этого слова, перевод «наговаривать», «злословить», «хулить», «клеветать». Это составное слово, на самом деле, оно состоит из двух слов. Здесь приставка «ката» означает «против», и корень «лалео» означает «говорить». То есть, если их соединить, в буквальном переводе это означает «говорить против». То есть, другими словами, это означает говорить что-то негативное, оскорбительное о ком-то или о чем-то. И я имею в виду злое, какие-то зловредные вещи, которые выставляют человека в плохом свете. Я посмотрел все вот на сайте bible.by есть много других. Там, чем хорошо, можно выделить один стих, например, в Библии, и выдаются вообще все переводы, которые только существуют, например, на русском языке. Можно выбрать другой язык, например, английский, и также можно выбрать вообще все переводы, которые есть. Я посмотрел переводы на русском языке, и те, которые отличаются, там, я не знаю, больше 20 переводов на русский язык, те, которые отличаются, я выписал значение. Смотрите, как переводится это слово. «Не злословьте,
Не говорите друг о друге плохо, не оговаривайте друг друга, перестаньте наговаривать друг на друга, перестаньте хулить друг друга, не порочьте друг друга, не оклеветайте друг друга. На английском, приблизительно то же самое, и есть еще один перевод – не сплетничайте. И потому что сплетничать, знаете, это то же самая категория, что и злословить, клеветать, либо сплетничать. И вы знаете, если ты будешь честен сам с собой, ты можешь сказать, что я делаю это. Мы злословим или сплетничаем о ком-то в той или иной степени. Все равно. И вот слово «степень» здесь оно вот такая удачная, потому что я очень условно разделил на 3 степени вообще вот злословия, когда мы можем это делать. И хочу с вами этим поделиться. И самая первая степень – это, то есть злословие или сплетен, это когда мы говорим что-то плохое о другом человеке непреднамеренно. Мы не хотели, мы ведем просто обыкновенную беседу, разговор с кем-то, и ты непреднамеренно возводишь какое-то злословие, какую-то сплетню, например. Стоят женщины, разговаривают, и она что-то рассказывает, что-то происходило и так далее. И такая, кто-то мимо проходит, надо же, как ее разнесло. Просто вырвалось, да? И в эту же секунду ты уже жалеешь, что ты это сказала. Зачем я вообще это, сказала, озвучила это, да? Поверить не могу, что я это сказала. Вот это вот первая степень, когда ты что-то, не успев подумать, ты тут же произносишь, сказала какую-то гадость или сказал какую-то гадость непреднамеренно в обыкновенном разговоре. И ты тут же пожалел об этом. Вторая степень – это когда мы прикрываемся духовностью какой-то. Например, я думаю, что многие христиане, они повинны в этом, они поступают таким образом, вот это сплетни второй степени. То есть пример такой, что девочки, я думаю, что нам нужно помолиться вот там за такую-то сестру. Она так располнела за последнее время. Наверное, у нее какие-то проблемы вот в жизни, в семье. Потому что не может человек так располнеть за такой короткий период, если у нее прямо вот таких существенных проблем в жизни нету. Давайте за нее помолимся. Вроде бы и благие намерения, да, но вы все понимаете, да? Как бы вот такой духовностью прикрылись и все равно измазали. Третья степень – это когда ты намеренно, осознанно говоришь что-то плохое о других людях, или ты хочешь навредить им. Это когда тебе кто-то не нравится, или мы хотим, чтобы об этом человеке начали думать хуже, или мы просто любим посплетничать. Просто нам нравится, даже без всякого злого умысла. И нам не терпится рассказать людям, поделиться с ними о том, что мы узнали. Как там, Люся, ты сейчас упадешь. Якин бросает свою кикимору, и мы едем в Гагры. Или как-то там, в общем, близко к тексту, да? Некоторые из нас, мы обожаем сплетничать. Нам не терпится людям рассказать, поделиться то, что мы узнали. И вот это вот сплетни или злословие третьей степени. Зачем я так говорю? Потому что очень важно понимать, что, бывают вот такие градации, потому что если ты вовлечен вот во вторую или третью степень, то есть ты делаешь что-то осознанно, намеренно, тебе нужно покаяться. Потому что все мы оступаемся в какое-то время, бывает неосознанно, в обыкновенном разговоре, но когда ты намеренно, специально сплетничаешь о ком-то, или ты намеренно злословишь кого-то, клевещешь на кого-то, ты вступаешь в прямое противоречие со Словом Божьим, с Его заповедями. Давайте мы откроем книгу Левит, 19 глава, 16 стих. Олег у нас на прошлом собрании, он тоже, у него похожая, близко к теме была проповедь про значение вообще слов. Он приводил тоже это место Писания в синодальном переводе. Давайте мы на первую часть стиха посмотрим. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Да? Под редакцией Кулаковых тот же самый перевод. Давайте мы... Что значит «не ходи переносчиком»? Еще раз, это то же самое место, просто современный перевод. «Не разноси сплетен в народе своем, и не делай того, что подвергнет опасность жизнь соответчика твоего. Я Господь». Вот это вот то место Писания, на которое ссылается Иакова 4:11, то, что мы прочитали.
Не разноси сплетен. Я хочу задать вам вопрос. Почему так бывает, что искренние христиане, человек действительно верующий, и он сплетничает, злословит или клевещет на других? Все равно так получается. Почему так происходит? Потому что если я вам скажу, что настоящие, истинные, искренние христиане, они не сплетничают, это будет неправда. Я не знаю таких. Еще раз, разные степени. Часто бывает, мы оступаемся просто ненамеренно в обыкновенном разговоре. Я могу вам привести 5 причин, почему это происходит. Можешь для себя отметить или записать. Потому что если ты сплетничаешь или злословишь, клевещешь на кого-то, есть та причина, по которой ты это делаешь. Даже несмотря на то, что ты настоящий искренний христианин. И первая причина заключается в том, что мы обманываем сами себя и говорим, что это конструктивная критика. Но на самом деле это не конструктивная критика, потому что если бы это была конструктивная критика, то ты бы пошел напрямую к этому человеку и не говорил бы у него за спиной. То есть критика это всегда, то есть если ты кого-то критикуешь, ты говоришь это лицом к лицу. Если бы мы это делали с правильным мотивом, если ты действительно хочешь помочь, а не причинить вред, тогда ты идешь к этому человеку, и ты говоришь: слушай, я тебя уважаю, я тебя люблю, но вот то-то, то-то и то-то, да? Я хочу с тобой поделиться следующим. Вот это вот конструктивная критика. Вторая причина, по которой искренние христиане сплетничают или злословят, или клевещут, потому что это часть человеческой природы. Это часть нашей адамовой природы, нашей греховной природы, которая нам досталась после грехопадения. Я не знаю почему, но наша греховная природа имеет неуемный аппетит просто к слухам, к полосканию грязного белья чужого. И давайте мы посмотрим книгу Притчи, 26 глава, 22 стих. Может быть, кто-то сейчас вообще спрашивает, какое это отношение имеет к браку вообще, к семье и спокойствие. Я все свяжу в конце, потерпите немножко. Итак, Притчи, 26 глава, 22 стих. Слова сплетника, что лакомый кусочек, глубоко до нутра они проникают. Знаете, насколько это правда? Если мы слышим какие-то слухи, мы желаем это поскорее проглотить. И если у тебя есть какие-то подруги или друг, которые являются сплетниками, и ты просто не можешь дождаться встречи с ними. Может быть, они занимают какую-то позицию где-то, или вхожи в какие-то круги, и они в курсе событий, которые где-то происходят, и они знают все обо всех, и ты не можешь дождаться, когда же вы встретитесь, и ты что-то узнаешь. А если ты думаешь, что я не такой, я не согласен, я тебе могу сказать, что давайте мы посмотрим просто, кто помнит еще, когда существовали бумажные газеты, еще совсем недавно. И одни из самых популярных изданий какие были? Знаете, у нас в Якутске, по-моему, «Она плюс», «Спид-инфо», то есть газеты, которые желтая пресса, бульварное чтиво, которое собирает сплетни. То есть кто-то, где-то серьезная журналистика, аналитика, это тоже имеет место быть. Но здесь просто перепечатывание слухов, им в масштабах страны миллионные тиражи. Люди, они жаждут, они хотят платить за это деньги и это покупать. Сейчас все ушло в интернет, но если вы зайдете, например, на YouTube, одни из самых популярных каналов, которые быстро растут, которые набирают огромное количество просмотров, это когда человек просто сидит и он комментирует слухи. Он собирает все, что произошло где-то в каких-то кругах, он рассказывает это, он рассказывает то. Миллионные просмотры. Такова человеческая природа. Это просто заложено в нас, нашей греховной природой. Люди просто обожают это все полоскать. Третья причина, по которой искренние христиане сплетничают или злословят, это потому, что у них низкая самооценка у самих зачастую. Когда мы что-то слышим о других, плохое, мы начинаем чувствовать себя лучше. Потому что проблемы других людей
на фоне моих, они заставляют мои проблемы выглядеть такими маленькими, да. Мне как бы сразу гораздо легче, что и у меня, оказывается, все не так плохо, у них-то гораздо хуже. Поэтому нам так нравится слышать о проблемах других людей. Четвертая причина, почему искренние христиане сплетничают и злословят других, заключается в том, что мы ищем сторонников. Если мы хотим, чтобы люди поддержали нас, нам нужно разрушить всякую оппозицию против нас. Знаете, это очень похоже на политиков и на политическую деятельность. В политике, если ты хочешь, чтобы избиратели они отдали свой голос за тебя, один из приемов политтехнологических – это ты должен разрушить репутацию конкурентов. Да? И есть такое выражение, что плохой пиар – это тоже пиар, и это справедливо лишь отчасти. Потому что на самом деле негативная информация, она работает, и она разрушает репутацию. Вот почему кандидаты на выборах, они выливают просто КАМАЗами помои друг на друга, вытаскивают все грязное белье, все любые слухи распространяют, пытаются найти любую компрометирующую информацию для того, чтобы разрушить репутацию конкурентов. Но они это делают по той причине, что они используют вот эту часть человеческой природы. Вспомните школу, особенно девочки. Например, если девочка, и у нее есть какая-то подруга, и ты дружишь с ней, и потом появляется в классе другая девочка, и твоя подруга начинает дружить с другими девочками, то что часто делают? Нужно разрушить их репутацию, наговорить всяких гадостей про них, чтобы эта девочка, она перестала дружить с ними, опять вернулась к тебе и начала дружить с тобой. Ну, это база, да, такая, самый элементарный примитивный пример. Но причина, по которой мы это делаем, мы ищем сторонников. Нам нужна какая-то поддержка. И последняя причина, пятая причина, по которой искренние христиане сплетничают и злословят, но не оправдывают себя тем, что, знаете, такая фраза: «Ну я же говорю правду». И часто, да, ты говоришь правду, но я вам хочу привести такой пример, почему это неправильно так поступать, даже несмотря на то, что если то, что ты говоришь, это не вымышленные какие-то вещи, но это действительно правда. Я думаю, что этот пример, он как бы красноречиво показывает это. И я взял это, вообще эта история, она такая, ну, расхожая, на английском языке, популярная довольно тема в Америке. И то есть представьте, ситуация, она, я не знаю, ну это уже из разряда городских легенд, я на самом деле не знаю, происходило ли это в реальной жизни, но очень похоже. И одну очень пожилую женщину, такая, знаете, божий одуванчик такая, ее вызывают свидетелем в суд. И она подходит ее очередь, и помощник прокурора, обвинитель, он вызывает ее для дачи показаний, и все как в фильмах. То есть прежде чем она дает показания, то есть она должна присягнуть, она в Америке до сих пор так делают, несмотря на всякие вещи, то есть левая рука ложится на Библию, правая поднимается вверх, и человек произносит следующую фразу, что «я клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды, и да поможет мне Бог». И после этого как бы обвинитель задает ей вопрос: «Мисс Джонс, вы знаете меня?» Она отвечает: «Да, конечно, я знаю вас, мистер Уильямс. Знаю вас с того момента, когда вы были маленьким мальчиком, и, честно говоря, вы большое разочарование для меня. Вы лжете, вы изменяете своей жене, манипулируете людьми и говорите плохое о людях у них за спиной. Вы думаете, что вы восходящая звезда в прокуратуре, но если вы будете честны сами с собой, вы поймете, что вам по зубам только самые мелкие примитивные мошенники. Да, я знаю вас довольно хорошо». И в этот момент помощник прокурора, он просто стоит ошарашенный и не знает, что сказать. И он говорит: «А вы знаете адвоката подзащитного?» Ну, он на него показывает, на адвоката, и она говорит: «Знаю я мистера Брэдли?» «Да, конечно, я его знаю. Ленив, нетерпелив, у него проблемы с алкоголем серьезные, и он ни с кем не может построить отношения или сохранить их. А его юридическая практика вообще самая худшая в нашем штате. Не говоря уже о том, что он изменял своей жене с 3 разными женщинами. Если вам нужны их имена, я могу его назвать». Да, конечно, я знаю его. При этом адвокат чуть не упал в обморок. И можете представить, что происходило в этот момент в зале суда. Да? То есть люди уже смеются, там кто-то шутит, там ржет. И судья, он просто начал стучать молотком, чтобы призвать всех к порядку, чтобы хаос он успокоился. И он подозвал обоих юристов к себе за стол.
чтобы они подошли к нему. И когда они подошли, он сказал им следующее. Послушайте меня, придурки. Если кто-нибудь из вас спросит ее, знает ли она меня, я посажу вас и наложу на вас штраф в $5000 за неуважение к суду. Забавная история, но что я хочу показать в ней, да? Большинство из нас, они похожи вот на эту маленькую старушку. Мы оправдываем сплетни, или даже не сплетни, но злословие какое-то, тем, что мы говорим, ну, я же говорю правду. Если они не хотят, чтобы вот такая правда, она распространялась о них, ну, тогда им не нужно было этого совершать вообще. Не делали бы ничего, ну и я бы и не говорил ничего. Но послушайте, если даже то, что ты говоришь в подобной ситуации, это правда, это не означает, что поступать так правильно. Вот так поступать неправильно. И вот прежде чем мы продолжим, я хочу объяснить вам разницу между вот сплетнями и тем, что называется поделиться информацией. Да? Потому что бывают такие ситуации, когда мы действительно должны поделиться информацией о том, что кто-то делает или сделал в прошлом. И это не будет считаться сплетнями. И я хочу вам дать такое хорошее правило, практическое, которому следует следовать. В общем, вы поняли. Если человек, с которым вы делитесь информацией, не является частью проблемы, или он не является частью решения проблемы, ему вообще не нужно знать. Если вы делитесь информацией с таким человеком, то это сплетни. Если человек со стороны, он никак не вовлечен в эту проблему, он не является ее частью, или он не является решением этой проблемы, лучше вообще ничего не говорить ему. Вот это вот как раз сплетни. Но если вы говорите какому-то человеку, который является либо частью проблемы, он вовлечен в это касается напрямую его, или он является частью решения проблемы, тогда он должен знать. И тогда это уже не сплетни, и это не клевета, и это не злословие. Понимаете? Вот пример такой, может быть, не знаю, насколько удачный. Например, вот я работодатель. И у меня, например, есть пример. У меня работают работники. И, например, кто-то из работников, он делает что-то, что ему не следует делать. Например, он ворует, или он там приходит пьяный на работу, или он там с клиентами как-то плохо разговаривает и так далее. И вы знаете об этом. И тогда, если вы со мной поделитесь, это не будет клевета. Это не будет злословие. Почему? Потому что я вовлечен в это. Это напрямую касается меня, как работодателя. Вы понимаете, да? И тогда это не сплетни. Я должен это знать. Почему? Потому что у меня есть власть, у меня есть полномочия для того, чтобы решить эту проблему. Это напрямую касается меня. И это не сплетни. Но давайте сейчас вернемся. Иакова, 4 глава, 11 стих. Еще раз. В переводе Кулаковых. Нет, не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Давайте посмотрим в современном переводе еще раз, переводе Кулаковых. Перестаньте наговаривать друг на друга, братья. Кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, то уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей над ним. Еще раз, последняя часть вот этого 11 стиха. Кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, то уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей над ним. О чем здесь вообще говорит Иаков? Как можно судить закон? Вы знаете, он говорит, что вот любой христианин, почему я говорю, что христианин? Потому что книга Иакова, она написана для христиан, а не для нехристиан. Она написана для верующих. Поэтому я так говорю, да? Если христианин, он сплетничает о ком-то, клевещет на кого-то, то тогда такой человек, такой христианин, он виновен в нарушении закона. Каким образом? Почему это действует его виновным в нарушении закона? Давайте мы посмотрим на слово «судит». Можно тоже слайдик вывести? На греческом это «крино».
И значение слова отделять, выбирать, рассуждать, полагать, решать, делать выводы, судить, производить суд, осуждать. Да? То есть, знаете, когда ты судишь, или вот здесь то, что как переведено, то, что мы читали, означает отделять или выбирать между двумя разными вещами. О чем здесь говорит Иаков? То есть я хочу донести до вас вот эту мысль, чтобы вы поняли, что он имеет в виду, что ты становишься не исполнителем закона, но судьей. Что значит судить закон? Иаков говорит, что такой человек, который постоянно сплетничает о людях или клевещет, и не думает, что в этом есть что-то зазорное или плохое, на самом деле он разделил закон Божий на две разные группы. Он провел различия между ними. Таким образом он судит закон. То есть для него в одной группе находятся законы, которые ты считаешь, что они важные, Господь за ними смотрит, и я должен их соблюдать. А в другой группе у тебя законы, которые, они не такие важные, Бог сказал, но я не должен этого делать. Ничего страшного в этом нет. На самом деле, когда вы так поступаете, то есть осознанно или неосознанно, вы судите о законе, то, что Бог, Он сказал, Божьим. Подсознательно вы судите о законах. То есть мы, может быть, даже не осознаем этого. Ты не отдаешь себе отчет в этом, да? Но ты подсознательно, когда что-то происходит, ты начинаешь говорить, что вот это не так уж важно. Мне не обязательно этого делать. Подумаешь, там сплетни, это же всего лишь слова. Мне не нужно это соблюдать. Но посмотрим еще раз. Левит 19:16. Не разноси сплетен в народе своем. А ты говоришь, да это же не важно. Есть посерьезнее законы, мне их нужно соблюдать. А этот, он не такой важный. Послушайте, это часть морального закона. И моральный закон, он все еще действует в наше время. Хотя Бог его давал тогда. Много-много тысяч лет назад. Я знаю, что многие люди, они думают, многие верующие, многие христиане, они думают, что мы больше не под законом из-за того, что сделал Иисус Христос. И это верно лишь отчасти. В том смысле, что я сейчас объясню все. Сразу не кидайтесь в меня. Если мы посмотрим на времена Ветхого Завета, мы должны понимать, что вообще закон Божий, он разделялся на две большие категории. На церемониальный закон и на моральный закон, если так можно условно развести их. И церемониальный закон, он касался всего, что касалось жертвы, приношений и того, чтобы очиститься и быть чистым. Почему? Потому что только очистившись, только чистый человек мог приблизиться к Богу, мог прийти к Богу. И для того, чтобы это делать, Бог дал законы. Каким образом ты можешь очиститься и что ты можешь сделать, чтобы приблизиться к Богу. И причина, по которой церемониальный закон больше не действует, заключается в том, что Иисус Христос – наша жертва. Нам больше не нужны никакие другие жертвы, уже все. Иисус, Он своей смертью отменил весь церемониальный закон. Нам не нужно больше приносить жертвы. Он пришел, чтобы умереть за наши грехи. И после того, как все грехи наши, которые мы совершили, которые мы совершим, они им всем уже оплачены, Он сам воскрес из мертвых. И нас воскресил из мертвых, если можно так сказать, да? Но более того, да, все вот эти законы, которые были в рамках церемониальных, то, что там заповеди, они все эти были, это больше не делает нас ни чистыми, ни нечистыми. Это не приближает и не отдаляет нас от Бога. Потому что Иисус, Он уже все сделал, Он очистил нас. Мы уже чистые, мы можем приходить к Богу напрямую. Не потому, что мы такие хорошие, но потому что Он все сделал. Поэтому церемониальный закон больше не действует из-за того, что совершил Иисус Христос. Это понятно, да? Но другая категория, моральные установления, моральные законы, все еще действуют. Что такое моральный закон? Моральный закон проводит различия между тем, что правильно, и тем, что неправильно. Как должен поступать человек. Убивать было неправильно до того, как Иисус Христос, Он умер за нас, и это до сих пор неправильно. И заповедь «не убей», она все еще действует. Было неправильно воровать до того, как Иисус Христос, Он умер за нас,
И до сих пор это является истиной. По-прежнему воровать неправильно. Лгать и врать было неправильно до того, как Христос, Он умер за нас. И до сих пор неправильно. Я хочу, чтобы вы поняли, что моральный закон все еще действует. Его никто не отменял. А это значит, что то местописание, вот Левит 19:16, все еще в силе. Не будь переносчиком, не разноси сплетен в народе своем. Да, Иисус, Он умер за наши грехи, и Бог воскресил Его из мертвых, но Бог по-прежнему считает неправильным распространять клевету и сплетни. Подумайте, сейчас большинство христиан признают, что убийство – это неправильно, ложь – это неправильно, воровство – это неправильно, прелюбодеяние, то есть секс на стороне вне брака – это неправильно, гомосексуализм – это неправильно, потому что Библия говорит, что это неправильно. И мы согласны с этим, что мы не должны этого делать, да? Но Библия также говорит, что сплетни, клевета и злословие – это тоже неправильно. Левит 19:16 очень ясно говорит: не разноси сплетен в народе своем. Но если быть честным, если ты сам себе скажешь, мы думаем, что, по сравнению с убийством, это не такой уж и страшный грех. Это не так уж и плохо на самом деле. Мы не думаем, что злословие на самом деле так уж и плохо. Если то, что мы говорим, это же правда. И вот далее по списку все, что я говорил. Если они не хотят, чтобы о них правду говорили, не нужно было делать этого всего. Поэтому сами того не осознавая, мы становимся судьями закона. Это то, о чем говорит здесь Иаков. Мы не исполнители уже закона, но мы судьи. Мы уже судим. Этот закон хорош и нормален для исполнения, а этот нет. Этот серьезный закон, и я буду его исполнять, а это не буду. Вот про это он здесь говорит, что ты уже не исполнитель закона, но судья. Мы решаем, какие части морального закона мы должны соблюдать, потому что они очень важны, а какие части морального закона мы можем не соблюдать. Потому что, наверное, Бог как-то не имел это всерьез, когда писал. Сейчас же времена другие, уже все изменилось. Культура, веяние времени и прочее, прочее, прочее. И таким образом мы судим закон. Но Иаков на самом деле показал здесь суть того, как мы поступаем. И мы делаем это часто неосознанно, на подсознательном уровне. Ты что-то делаешь, и ты понимаешь, что ты делаешь что-то неправильное, и ты говоришь себе, на самом деле это не такой уж страшный грех. Подумаешь мне не обязательно соблюдать этот закон. В то же самое время мы смотрим на какие-то, прелюбодействовать нельзя, это грех, прям страшный грех. Убивать нельзя. Как нам избавиться вообще от такой привычки сплетничать о людях или клеветать и злословить их? Потому что, если будем честны, вообще на самом деле это привычка. Это привычка человека, и мы делаем это часто не задумываясь. И есть 5 шагов, которыми я хочу с вами поделиться, для того, чтобы избавиться от этой вредной привычки. И самое первое, тебе нужно иметь твердое убеждение по поводу того, что это делать неправильно. Ты должен прежде всего принять для себя решение, что сплетничать, злословить, клеветать – это неправильно, это плохо. Потому что если в самом начале ты не будешь считать это неправильным, ты будешь считать, что это хорошо, ты никогда от этого не избавишься. Ты никогда не перестанешь это делать. Но помни, если ты не перестанешь этого делать, то ты делаешь что? Ты судишь моральный закон, как Бог сказал. Ты разделяешь закон на 2 части. Вот здесь все по-взрослому и по-серьезному, а здесь так . Нам нужно помнить, что Бог говорит, перестаньте так поступать и не судите закон. Бог, Он знает лучше, Он дал, Он сказал. На самом деле, Бог, Он знает лучше, что нам полезно. Потому что сплетни, тебе кажется, что тебе хорошо. Но аукается потом тоже не очень. И злословие тоже. Итак, первое, нам нужно осознать это, что иметь твердое убеждение, что это неправильно.
Второе, нам нужно принимать во внимание последствия. Вы знаете, сплетни, злословие – это причиняет вред людям, и это огорчает Бога, оскорбительно для Бога. Третье, нам нужно признать, что слова имеют силу. И то, что мы говорили в самом начале, вот эта распространенная фраза, но это всего же лишь слова, я не причинил никакого вреда, это ложь. Не покупайся на эту ложь, потому что слова причиняют боль и часто влияют на людей до конца их жизни. Вот те травмы, которые человек часто получает в детстве, когда... Потому что дети, они... Ну, не хочется говорить, что они по природе злы, но они просто глупые. Они не понимают, и они часто бывают жестокие, потому что они метут своим языком, и они не думают, что они ранят людей, и они говорят, подкалывают гадости, они думают, что это весело, а человек, он получает травмы на всю жизнь. И вы знаете, я помню, по молодости, и даже уже и в детстве, и в школе, и потом, когда... уже я не знаю, 20 лет – это какой возраст? Зрелый, незрелый? Но я говорил такие вещи, высмеивал людей. Я думал, чего обижаться-то? Я же не сказал ничего такого, посмеялись да забыли. И я думал, что это не должно восприниматься вообще всерьез. Все, хихоньки, хахоньки, чего обиделись? Чего всерьез все восприняли? И вы знаете, я вот сейчас смотрю, просто у меня была здоровая самооценка. И... Я был здоров эмоционально, и я не осознавал, что слова могут очень сильно ранить людей. Не покупайтесь на эту ложь. Вы знаете, вот люди, у которых занижена самооценка, скорее всего, есть веская причина для этого. Скорее всего, они подвергались какой-то травле, в разной степени. И те слова, может быть, которые ты говорил, и ты не придавал им большого значения, они оставили шрамы на всю жизнь. Следующий шаг. Прими решение, просто откажись слушать слухи и злословия. И помните, то, о чем я говорил, что есть разница между тем, чтобы поделиться полезной информацией и слухами. То есть две большие разницы, когда ты делишься полезной информацией и когда ты распространяешь слухи. Еще раз, если ты являешься частью проблемы или частью решения, то тогда тебе это нужно услышать. Если это напрямую касается тебя. Причина, по которой тебе это нужно услышать, потому что ты можешь использовать эту полезную информацию для того, чтобы решить проблему. Но если ты не часть проблемы, если то, что тебе говорят, это вообще никак тебя не касается, тебе не нужно этого знать. Тогда тебе нужно сказать: послушай, я бы предпочел этого не слышать. Даже если все внутри тебя говорит, что да, да, и ты весь такой, не. А внутри тебя все прямо: расскажи мне. Но ты должен сказать, что, Господи, я знаю, это моя греховная природа, но я не хочу. Вы знаете, ко мне бывало подходили люди и говорили, что вот ты знаешь, вот там, либо про меня говорят, то есть про этого человека, не про меня, а про этого человека. Вот там есть такие определенные слухи, которые, хочешь, я тебе там расскажу сейчас и так далее. Я говорю, можно я не буду слушать этого? Зачем мне эта информация? Я тебя знаю, я тебе доверяю. Если ты говоришь, что это слухи, я тебе верю. Я тебе верю, что ты там не делал это. Мне не нужно этого знать вообще. Что там, где там, что там. Это если это меня напрямую не касается. Я не хочу быть таким, знаете, баком, в который все сливают. Пятое. Знаете, пятый шаг для того, чтобы избавиться от такой привычки распространять слухи, сплетни – говори меньше. Вот мне лично очень подходит. Давайте посмотрим на притчи, 10 глава, 19 стих. Написано: «При многословии не избежать греха. Кто сдержан в речах, поступает благоразумно». Очень мудрый совет, который всем нам нужно практиковать, в зависимости от ситуации. То есть иногда ты где-то, знаете, когда ты полноценно, ты уверен, лучший друг, лучшая подруга, и ты себя вообще не сдерживаешь, отдыхаешь душой, и у тебя язык там мелет все, что угодно. Но часто бывает, ты говоришь слишком много, знаете, на самом деле это что получается?
Это означает, что ты говоришь часто, когда ты говоришь быстро, много, что ты говоришь прежде, чем ты думаешь. А когда ты говоришь прежде, чем ты думаешь, ты часто произносишь то, что причиняет вред и боль людям. Вот сейчас я бы хотел увязать вообще все, что мы узнали, все, что я рассказал, как это вообще относится к семье и как это относится к браку. Вы уже готовы? Перестань злословить свою половину. Еще раз. Перестань злословить своего мужа, перестань злословить свою жену. Вообще не интересно, насколько плохой у тебя муж. Вообще не интересно, насколько плохая у тебя жена. Не нужно нам слушать, что она сказала и что он сделал. Насколько они несостоятельны, как отец, и насколько они несостоятельны, как мать. Мы вообще не хотим слушать, насколько плоха ваша интимная жизнь. Вообще не надо это слушать, ничего. Если у тебя проблемы в семье, с мужем или с женой, тебе нужен человек, который может помочь. Тебе нужен консультант по семейным отношениям. Есть пастора в церквях, есть служители в церквях, кто специализируется на семейных отношениях. Есть мирские психологи по семейным отношениям, но с мирскими психологами все гораздо сложнее. Отрасль только становится еще, я прямо не знаю, я не слышал хороших отзывов вот от близких людей, от мирских психологов, потому что часто они заточены на то, чтобы ты пришел еще раз, занес еще денег, либо они просто некомпетентны, там какое-то непонятно какое образование, и те советы иногда. Бывают люди, я прям, не хочу бросать камень вообще в эту сторону, но когда ты что-то, например, у тебя сломалась машина, мужчины, ты ищешь лучшего мастера в городе, там специалист по коробкам, там 1-2 их на весь город, я просто так не поеду куда-то там отдавать. Но здесь, если семья, но мы должны искать кого-то, кто действительно компетентен. И когда ты приходишь к такому человеку, вот там ты можешь рассказывать все. Про своего плохого мужа, про свою плохую жену. Потому что в этом случае это не будет считаться злословием. Ты пытаешься найти решение для проблемы. Но если ты просто делишься с одной подругой, потом с другой подругой, она дипломированный специалист в решении отношений. Да, конечно, у нее уже 5-й брак. Она там большой специалист во всем. Там уже 5 отшила, 5 нашла. Я тебе скажу, это не очень хороший показатель. Женщины часто путают мягкое с теплым, и просто если человек, он готов выслушать, они думают, что он уже специалист. Он вообще не специалист. Просто у нее все внутри. Но еще раз, если ты говоришь со специалистом, тогда это не будет считаться сплетнями. Почему? Потому что консультант, он часть решения проблемы, если это действительно специалист в этой области. И то, что ты говоришь, это полезная информация для того, чтобы помочь тебе и твоему браку. Но когда ты ходишь то к одной подруге, то к другой подруге, то один друг, то другой друг, и ты рассказываешь, какая у меня ужасная жена или какой у меня ужасный муж, это злословить и сплетничать. И когда, например, ты рассказывал о своих проблемах всем своим подругам, а потом через какое-то время у вас все с мужем стало гораздо лучше, но я тебе скажу, все вокруг помнят, насколько плох у тебя муж, насколько плохая у тебя жена. Поэтому я хочу тебе сказать следующее. Если ты проходишь трудные времена в браке, тебе не нужно всем об этом рассказывать. Бывает, когда семейные пары подходили ко мне или кто-то один из семьи и начинает рассказывать мне о проблемах, да. Я не говорю, что не-не-не-не-не-не, вообще ничего не желаю слушать. Я так не поступаю. Почему? Потому что люди приходят ко мне за решением проблемы. Они видят меня частью решения. Они хотят, чтобы я послужил. И мне нужно это услышать. И я стараюсь помочь, но смотрите, внимание, я предупреждаю, я не дипломированный специалист в области семейных отношений. Потому что в семинариях есть прямо специальность. Семейные отношения, консультант по семейным отношениям. Есть образование в этой области. У меня нет такого образования, и я больше тяготею к богословию.
То есть это разбор слова, писания и так далее. И, вы знаете, мы здесь учились у нас в семинарии, причем это даже это не высшее образование, да, мы там 3 года учились. То есть это как бы такое базовое, которое позволяет мне, например, занимать должность пастора в церкви. Да? Но есть прямо специалисты. Я могу, конечно, у меня есть какой-то опыт, дожив до седых волос, сохранив брак, отпраздновав 25 лет совместной жизни, вырастив 3 детей, я могу чем-то поделиться, я могу судить о том, мы до сих пор живые, не убили друг друга. Я могу посоветовать, как этого не делать, да, если у тебя возникает стойкое желание. Но смотите, я беру и направляю, что-то делаю, но если прямо я чувствую, что я некомпетентен, если я упираюсь в я могу кого-то посоветовать, я могу куда-то направить. Часто бывает достаточно, когда люди просто обращаются. Но если я вижу, что проблемы, они серьезные, я могу направить куда-то дальше. Знаете, часто бывает, когда семьи, они говорят, знаете, они проходят через следующую ситуацию. Знаете, я и мой муж, мы прошли очень трудные времена. Мы там, брали консультации, мы молились. Сейчас все гораздо лучше. Но вы знаете, мои родители, они терпеть не могут моего мужа. Конечно. Ты же рассказывала все плохое про своего мужа своим родителям, а ты их дочь, и они твои родители. Как ты считаешь, они должны к нему относиться? Конечно, они думают, что он придурок. И он будет придурком для них. Все это, ничто уже не изменит эту точку зрения. Из-за того, что ты делала. Из-за того, что ты злословила его постоянно. Ты сливала это все туда. Ты разрушила его репутацию в глазах родителей. Я здесь, чтобы сказать тебе, если ты подчинишься Слову Божьему, то у тебя будет не только хороший брак, если сейчас у тебя неудачный брак, но и все вокруг будут думать хорошо о твоем супруге или супруге, о твоем муже или жене. Если ты серьезно настроен исправить свой брак, то тебе нужно обратиться к кому-то, кто может быть частью ответа на твои проблемы, решения на твои проблемы. И когда ты найдешь такого человека, там делись, там рассказывай. Но тебе не нужно идти к людям, которые не являются частью проблемы и не являются частью решения проблемы, и они не могут такими стать. Потому что если ты поступаешь так, ты просто злословишь и клевещешь. Если ты выставляешь своего супруга или супругу в невыгодном свете, то ты вынуждаешь людей думать о них уничижительно. Бывало, семейные пары обращались ко мне, даже, знаете, когда супружеская неверность была. И после того, как я выслушивал, я говорил, что никому не говорите. Молчите. Я постараюсь вам помочь. Постараюсь найти специалиста по семейным отношениям, если я не справлюсь с этим. Но запомните, если вы будете рассказывать людям, то через много-много лет, когда у вас будет юбилей свадьбы, и все будут дарить цветы и улыбаться, но будут говорить, да, но она же изменяла ему. Или да, но он-то изменил ей. Люди все еще будут это помнить. Почему? Почему люди будут это помнить? Да потому что люди, они обожают вот эти все сочные слухи про всех собирать. Я хочу сказать тебе, если у тебя проблемы в браке, найди того, кто может тебе действительно помочь, и говори с ними. Но если человек тебе не может помочь, держи свой рот закрытым. Аминь.